Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии развлекательно-познавательная телевикторина «Калажар Чувашла». Это проект для тех, кто любит и ценит нашу необъятную Россию и, конечно, нашу малую родину Чувашию. К нам приходят для того, чтобы пополнить багаж своих знаний о нашей чувашской культуре, о нашем чувашском языке. И сегодня у нас в гостях молодые студенты, которые учатся здесь, в Чебоксарах. Кто-то из них родился и проживает в городе Чебоксары, а кто-то приехал из других регионов. Давайте скорее знакомиться. Игорь Савин, баскетболист, учится на факультете Госмуниципального управления. Игорь, вы к нам приехали с Нижнего Новгорода. Из области. Игорь, вы к нам приехали из Нижегородской области. Как давно? 2 года назад. То есть вы сейчас переходите на 3-й курс, Да. правильно? Расскажите, пожалуйста, о своих увлечениях. Чем увлекается современный студент? Участвую в активной студенческой, наверное, жизни. Занимаюсь спортом так любительским. Тренажерка, там, баскетбол. Вот. То есть будущий качок. Да. Чем нравится вам Чебоксары? Успели понравиться, запомниться за эти 2 года? Набережная, наверное. За 2 года только набережная? Да, наверное. Друзья, подруги, тусовки? Все есть, все есть. Все есть, все при себе. Молодец. Это участник Игорь. А следующая участница к нам приехала учиться в Чебоксары из соседней республики Мариэл. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, вы активистка. Как проходит ваша студенческая жизнь? Я активно участвую в волонтерских мероприятиях и танцевальных конкурсах. Вы к нам приехали из республики Мариэл. Чувашский язык с марийским, как вам, похоже? Не особо. Вы марийский понимаете язык? Марийский тоже, не на 5. А чувашский? Вообще не знаю. Здесь, в городе Чебоксары, где вы любите проводить время? Гулять, залив, набережная. У вас в Йошкар-Оле, между прочим, тоже есть набережная. Да, Как очень вам? красивая. А в Чебоксарах? И тут тоже. Спасибо, это Юлия. А следующая участница из города Чебоксары, ее зовут Ульяна Ефремова. Она учится на факультете управления. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. На факультете управления вы учитесь, и также вы успеваете рисовать. Да. Для себя. А что рисуете вы для себя? Разное, что вижу. Могу природу нарисовать человека. Красками, фломастером? И красками, фломастерами, чем угодно. Самая большая ваша картина. Что вы рисовали? Сейчас я нарисовала Скруджа Макдака на холсте. Очень большая картина, очень емкая, потому что доллары нужно было сзади клеить. Красиво. Из чувашских художников кого можете назвать? Спиридонова. Его картины? Я точно не скажу, как они называются. Спасибо, Ульяна. А следующий участник нашей телевикторины – Егор Якимов. Он баскетболист, учится на факультете управления и болеет за чебоксарских ястребов. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы увлекаетесь баскетболом? С 10 класса. То есть это сколько лет? Это уже порядка 4 лет. 4 года. Серьезно. Сколько весит баскетбольный мяч? Ладно, это так, шутка-минутка. Вот вы болеете за чебоксарских ястребов. Как давно? Бывали на их играх? Да, был на играх. 1-2, наверное. Изначально все равно с американской сцены баскетбола начинается. Егор Якимов. Уважаемые телезрители, дорогие участники, я хочу вам рассказать правила игры. Они очень простые. Для вас мы подготовили 5 вопросов. На все вопросы есть варианты ответа. Все, что нужно вам делать, это нажимать на кнопку. Стараться, конечно же, первым. Кто нажал первым на кнопку, тот и отвечает. Также за первые 2 вопроса, кто на них правильно ответит, по 1 баллу заработает. Кто ответит правильно на 3-й и 4-й вопрос, заработает по 2 балла. А 3-й вопрос у нас, как всегда, с изюминкой и на 3 балла. Также у нас есть 2 подсказки, о которых я вам с удовольствием расскажу. Интересно? Это знание и удача. Так что я вам желаю удачи и только удачи. Внимание, первый вопрос. Как переводится пахча с чувашского на русский язык? Вариант ответа: А. Машина, Б. Редиска, С. Огород, Д. Баня. Редиска. Оля редиска говорит. Сейчас посмотрим, правильный ответ это или нет. Уля дает шанс выиграть, заработать 1 балл следующим участникам, а следующим нажал на кнопку Игорь.
Я думаю, что это вариант С, огород. С. Огород, говорит Игорь. Ну что, давайте проверим. Огород и редиска, они большие друзья. И Игорь заработал 1 балл. Он ответил правильно на первый вопрос. И переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 2. И его нам прислали из музея имени Андриана Григорьевича Николаева. Внимание на экран. В 1957 году с космодрома Байконур стартовал первый искусственный спутник Земли. Вопрос. Скажите, какое кодовое обозначение было у первого спутника? Варианты ответа следующие. А. Простейший спутник 1. Б. Спутник 1. С. Первый спутник 1. Д. Сокол 1. Егор, Спутник 1, вариант ответа Б. из 4 вариантов, почему именно этот выбрали? Удача. Студенты они такие, верят в удачу, кричат «зачетка приди», «экзамен приди», «сдайся на 5». Ну что, проверяем вариант ответа, который сказал Егор, Б. Шанс правильно ответить есть у следующих участников. И вторым нажала на кнопку Уля. Вариант ответа А, простейший спутник 1. Это знание или удача? Смешанное чувство. Давайте проверим. Простейший спутник 1, и это правильный вариант ответа. Уля, в вашей копилке 1 балл. Я вас поздравляю. И звучит он следующим образом. В каком районе произрастает старейшина чувашских дубрав? Вариант ответа А. В Цивильском, Б. В Порецком, С. Красноармейском, Д. Маргаушском. Игорь. Ну, мне кажется, вариант ответа Д, Маргаушском. Д. Маргаушском. Это дерево, кстати, телезрители видят на экране, а вы перед собой. Вы на удачу рассчитываете или какие-то Ну, мне знания? кажется, я что-то слышал просто где-то. Может, по радио, не знаю. Ну что, давайте проверим. Д. Маргаушском. И это действительно правильный ответ. Самый главный турист в нашей сегодняшней игре. Это Игорь. Вопрос номер 4. Прислали из Чувашского национального музея. Внимание на экран. Завод имени Василия Ивановича Чапаева является одним из крупнейших в Чувашии. Он является многопрофильным предприятием, выпускающим гражданскую и военную продукцию. 1960 год стал поворотным в развитии завода. Началось освоение резинотехнической продукции. Внимание, вопрос. Какой предмет из этой категории пользовался у населения большим спросом? Варианты ответа. А. Мяч. Б. Линолеум. С. Галоши. Д. Перчатки. Уля. Вариант С, галоши. Хорошо, давайте посмотрим вариант С. Галоши. И это правильный ответ. Уля зарабатывает еще 2 очка в свою копилку. Итого у нее 3. Почему так сразу галоши? Почему не мяч, не перчатки, которые всегда нужны в хозяйстве? Зачем мяч в хозяйстве? Поздравляем Улю. Идем к следующему вопросу. Перед тем, как появится 5-й вопрос, хотелось бы подвести небольшие итоги. И перед 5-м вопросом 3 балла по 3 очка у Игоря и Ули. Остальные вы можете тоже заработать. 3 балла в вопросе номер 5, который из вариантов ответа съедобный. То есть здесь есть съедобные варианты ответа и несъедобные варианты ответа. А. Шатма. Б. Кижер. С. Пурда. Д. Сигеть. Игорь, Вариант ответа Б. вы знаете, как это переводится? Нет. Чисто так, на удачу. Я даже не повторю сейчас это. Но вариант ответа Б звучит кижер. Да. Хорошо, проверяем вариант ответа Б кижер. И это действительно правильный ответ. Игорь становится победителем очередного выпуска передачи «Калажар. Чё вошла?», заработав 6 очков. Молодец, поздравляю, блестящая победа. Но у нас там были еще другие варианты ответа. Мне очень интересно, что выбрала бы Уля, как Я настоящая бы тоже домохозяйка. кижер выбрала. Я бы тоже кижер выбрала. Кижер. Молодец. Егор. Я Шатма хотел сказать. Ну ладно. Шатма? Шатма. Насчет шатмы, вариант ответа А. Переводится, знаете, как сковородка. Юля, что бы вы выбрали? Какой Я вариант? бы выбрала вариант ответа Д. Д. Сергей. Ну что, самое время узнать, как переводится вариант ответа С и Д. Пурда. Вариант ответа С – это топор. А вариант ответа Д, который выбрала бы Юлия, это Сергей. Переводится как часы. И поздравляем Игоря, он у нас победитель. Молодец. Спасибо вам большое, уважаемые участники, за игру.
Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Пока!